Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект мы вам покажем находится в гостях у председателя Совета ветеранов органов внутренних дел города Якутска. Знакомьтесь, это Галина Константиновна Байшева. Здравствуйте! Здравствуйте! Галина Константиновна, спасибо большое, что разрешили нам, дали такую возможность встретиться с вами. Можно сказать, встретиться прямо-таки на рабочем месте. Да. Кто бы мог подумать, что придем мы в 4-й ГОМ для того, чтобы снять проект «Мы вам покажем». Но на самом деле, забегая вперед, хотелось бы сказать, что Галина Константиновна, помимо своей кропотливой работы, еще увлекается декоративно-прикладным искусством. И поэтому сегодня мы решили провести небольшой мастер-класс. Расскажите, чем мы будем сегодня заниматься? Так, мы сегодня вам покажем, как шьется сумочка чехол для смартфона. Вот я принесла свои работы, вот 2 работы мои. Я занимаюсь 2-й год значит, в школе национального шитья творческого объединения ЮКТЭЛ под руководством народного мастера республики Саха-Якутия Людмилы Петровны Жирковой. Вот наша первая работа, вот эти 2, моя первая работа. То есть мы здесь работали с нулевой базой, то есть до этого мы такие сумки не шили. То есть опыта не было? Опыта не было. Но это в целом говорю я. Да-да-да. А есть еще вот 3-я сумка. Это работа моей однокурсницы Мирославы Даниловой. Тоже сумочка, чехол для смартфона. Тут сзади можно еще показать. Тут также очень красиво украшены сумочки. И вот. Ну да, это все ручная работа. Да, все ручная работа. Как? Даже соединение вот этих деталей мы все делаем значит, ручным швом. А это вышивка, это тоже ручная работа? Да, конечно, все ручная. Все ручная работа. Да. Ну, напоминаем вам о том, что это сумочка-чехол, то есть, в принципе, ее предназначение понятно. Да. В магазин мы с ней не пойдем, Да. но свой смартфон и кошелечек положить мы сможем. Да, конечно. И это будет очень практично, красиво, ну а самое главное, это такой очень колоритный, так сказать, элемент в гардеробе, да. Хорошо, с чего вообще начинается работа, чтобы вот сделать такую красивую сумочку? Так, чтобы сшить такую сумочку, нам понадобится, во-первых, значит, сукно. Это материал, из чего мы шьем, вырезаем основные детали сумочки. Далее прокламин. Это нетканый такой материал, который выпускается в виде полотна. Я взяла здесь просто отрезок, чтобы вырезать узор. Значит, нужны нам вышивальные нити. Это мулине разных цветов. Взяла вот такую линеечку. Сантиметровку, булавки, значит, гелевые ручки, карандаш, значит, прищепки и ножницы. Ножницы у меня 3 видов: большие, средние и маленькие. Вот, значит, мы начинаем выкраивать вот эти лоскутки, то есть детали сумочки. Я здесь заготовку сделала с вышивкой, да? Значит, основные детали, вот такие 2 штуки. Мы сразу чертим осевые линии гелевой ручкой, чтобы мне легче было работать при соединении деталей и при нанесении узора. Значит, есть вот эта верхняя часть сумочки, покажу. Вот это здесь также пришивается. Вот. И боковая деталь. Боковая деталь. Вот эти вот боковинки, чтобы дабы у нас сумочка была пошире, да? Да. Боковая деталь. И я еще вот такую полоску принесла, уже готовенькую. Это будет у нас КБТ или кант. Вставка такая. То есть мы берем другого цвета, контрастного цвета. Значит, прикладываем между основными деталями, пришиваем. Тут получается у нас красивый кант. Вот можно показать с кантом вот эту сумочку. Вот оранжевая. КБТ, да, вот. И будет уже смотреться. смотреться. Она во внутренней стороне остается, да, там? Нет.
А мы сейчас покажем, Да. как это все делается. Да. Лишних вопросов не задаем, лучше один раз покажем. Так, а вообще размер сумочки у нас вот здесь какой? Я вот сейчас скажу размер, значит, основных деталей. Вот это передняя и задняя лицевая и задняя вот часть, да, сумочки деталей. Здесь я взяла 15 сантиметров. Ширина. Да, ширина. И высота будет 19 сантиметров. 19. Значит, вот эту мы верхнюю часть берем. Здесь давайте мы сразу отмерим, скажем, сколько. Длина. Длина, значит, это будет 39 сантиметров. Это верхняя часть. Боковушка. Боковушка у нас будет 55 сантиметров. Также вот эти вставки, канты, они также 55 сантиметров. Вот такого размера будет сумочка. Так, я думаю, телезрители успели записать. Да, примерно такого размера будет сумочка. Да. Теперь, значит, второй материал – это у нас прокламин. Прокламин – это нетканый материал, который выпускается в виде полотна. Они продаются во всех магазинах тканей, они бывают на клеевой основе, здесь вот блестит. Клей. Также прокламин бывает и без клея. Нам сегодня понадобится прокламин, чтобы было с клеем, так на проще. Клеевой основе. Будем клеить узоры. Так, значит, мы начинаем с узора, да? То есть будем... У меня уже готовые узоры есть. Я уже принесла с собой, но я покажу, как это все делается. Посмотрите. Любой узор, да, вот как раз. Не надо придумывать ничего. Да, не надо есть. ничего придумывать. Вы можете брать вот в таких книжках, можете в интернете брать. И вот сюда прикладываем прокламин, а это все просвечивается. Как калька. Да. И здесь мы карандашом, значит, рисуем. Вырисовываем наш узор. Вот. Это просто. Это просто. Это даже можно сказать, да, детишкам потом можно вырезаем, дать. да. Вот получились у меня вот такие узоры. А узоры вы выбираете просто на свой вкус и цвет, да? Да. То есть или вы прям сидите, стараетесь изучать, что они значения или нет. Просто красивый узор понравился, сделали, да? Да. Конечно, можно со значением. Это, конечно, лучше. Лучше было бы. Да. Как повезло рукоделицам. Сегодня вот есть даже такие трафареты готовые, да? Не надо сидеть, листать книги, да, вырисовывать. Все есть готовое. Было бы желание, главное, да? Угу. Так как мы уже начали с узоров, я вот этот узор сюда прикладываю. Галина Константиновна, расскажите, пожалуйста, с чего вдруг вы решили заняться вот декоративно-прикладным творчеством? Работы много, жизнь кипит. Напоминаем вам о том, что Галина Константиновна возглавляет Совет ветеранов органов внутренних дел, то есть у нее более такая творческая работа. Участвуете в конкурсах, в спортивных мероприятиях, в вокальных конкурсах, да? То есть у вас очень много работы. И когда нашли время-то вот на творчество? Как вы знаете, я более 20 лет прослужила в органах внутренних дел. У нас практически свободного времени не было. Да. И когда я ушла на пенсию в 2013 году, мне казалось, что свободного времени появилось очень много. Куда себя деть? Ну, практически, можно сказать, я человек творческий. То есть я до милиции работала в культуре, поэтому мне хотелось чего-то вот такого, да, чтобы мне было по душе. Я пошла, значит, здесь держим мы 10 секунд. Раз, два, три, четыре, не 5, больше, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Это для чего? Не обязательно, чтобы накрепко клей взял, а надо, чтобы сдвигов не было при вышивке. Поэтому вот сделали. И, значит, второй рисунок. Также берем. Это будет задняя часть.
задняя деталь. Вот для чего мы осевые линии делаем, чтобы все это было ровненько, да. Ну и так, возвращаемся к разговору нашему. В общем, думали, время появится много. Да. Появилось очень много времени. Я вот думала, чем бы заняться. Ну, тогда в то время мастер-классов практически не было. Если даже было, я нашла, значит, чем заняться. Это были наборы, которые продавались в магазинах для вышивки, там крестиком вышивки, готовые наборы. Я столько много вышила картин. Меня даже узнавали в этих багетных мастерских. У меня там скидка была. В общем, такое дело. Дальше появились такие мастер-классы по шитью якутских рукавиц, там брошек, якутских украшений. Стала ходить на эти мастер-классы. Ну, то же самое. То есть там все покупаешь готовые наборы, и тютелька в тютельку ты делаешь по набору, по инструкции. Да, то есть своего творчества, своей полета фантазии пока еще не было. Да. И мне именно хотелось, чтобы более творчески заняться, что-то такое свое внести в это дело. Поэтому я пошла в школу студии УПТЭЛ. Ну вот. И там уже закрутилась, завертелась. Завертелась, закрутилась. Тут и фантазия наша нужна. У нас практически одинаковых изделий нет. Каждый вносит там свое, поэтому очень даже интересно. Ага. Вот, значит, у меня узоры появились. Значит, здесь вот эти такие полосочки мы также вырезаем из материала, из прокламена. И поверх этого делаем вот такие вышивки. То есть это будет двухсторонняя гладь. Я вышила разноцветными нитками. А здесь я покажу, как это делается двухсторонняя гладь. Я здесь оставила немножко маленький отрезок и покажу. Вот мы видим, Итак, вышиваем двусторонней гладью. Да. Можно чуть-чуть на камеру в ту сторону получится сделать? Мы иголку держим под углом, чтобы вот так вот объемная вышивка получилась, а не плоская, да? Немножко, чтобы объемнее было. Вот. Полосочка за полосочкой. Да. Очень кропотливая работа. Но все время говорите, под углом надо, да? Да. Знаете, вот эту сумочку мы сшили в течение месяца. Кто-то чуть пораньше закончил, ну, практически месяц. То есть мы занимаемся после работы, шьем дома. То есть вот не ваша первая работа. Но эта строчка не должна быть же идеальной, да? Тут, в принципе, если она чуть-чуть кривая, это же ничего, конечно. Кто как может. Да. Кто как может, какие навыки у человека, да, до этого были. То есть самое главное здесь иголку под углом держать. Весь секрет в этом, да? Да. Очень обычная такая, обычный вышивальный шов. Все, значит, вот так вот до конца надо сделать, до сюда. Пришли вот кружок шитья, да? Стали шить. Помимо этого, чем еще сегодня увлекаетесь? Помимо этого, я в прошлом году участвовала в конкурсе «Золотая леди». Да. И у нас вот коллектив участниц этого конкурса, он остался. Мы по сей день собираемся, проводим такие различные мероприятия, выступаем в санаториях, допустим, в Чебдике мы 2 раза выступали с концертной программой. Проводим различные мероприятия. Вот это тоже у меня отдушина. Да. Необходимо отметить, что вы еще являетесь солистом группы «Созвездие». Нет, не солистом, я руководитель вокально-танцевального ансамбля ветеранов МВД. Ну, поете? Да, я в вокальной группе занимаюсь. Поете? Да. Танцуете?
Ну, я раньше занималась и танцами, но сейчас не танцую. Занимаюсь также в фольклорной группе. На хомусе играем. Еще и на хомусе играет. Вот вы представляете, талантливый человек, талантлив во всем. Вот за что бы ни взялась, все ей интересно, все ей нравится, да. А еще, может быть, еще какие-то увлечения есть? Занимаюсь, да. Спортом занимаешься? Да. Но я закончила спортивную школу Широпчинскую. Вот так. Работала в физкультурном институте, поэтому спорт это для меня, конечно, нечто такое большое. Я всегда со спортом дружила. Да. И до сих пор, как организатор спортивных соревнований, тоже участвую. Тоже участвуете. А также есть стимул. Это клуб любителей скандинавской ходьбы. В этом клубе я занимаюсь с 2015 года. Вот так. То есть и с палочками ходим. Да. Молодцы. Когда на все хватает времени. Вот все время многие жалуются, да? У меня нет времени на то, чтобы посещать спортзал. Кто-то говорит, у меня нет времени на то, чтобы вот вышивать, вязать и так далее. То есть всегда говорят, что у нас не хватает именно времени. Вот вы как-то распределяете свое время или вот просто плывете по течению и у вас все получается? Ну, как-то бывает, иногда планы не совпадают, но тем не менее я стараюсь везде успевать. Потому что если это дело у тебя по душе, тебе нравится этим заниматься, ты всегда находишь время. Галина Константиновна, давайте все-таки вернемся к вашему такому, так сказать, детищу, вашей основной, да, деятельности. Это, да, вы возглавляете Совет ветеранов органов внутренних дел, да? Вот на сегодняшний день сколько у нас ветеранов насчитывается, ну, хотя бы поговорим о городе Якутске. Ну, в городе Якутске проживает более 3000 ветеранов, даже больше, где-то, ну, около 4000 человек. Это те, которые пенсии получают. Ну, а у нас Совет ветеранов, это туда вступают пенсионеры, которые желают участвовать во всех наших ветеранских делах, как члены общественной организации. То есть не все сразу вступают? Не все сразу, вот 4000 человек, да? То есть это такое некое сообщество, куда нужно попасть, то есть изъявить желание как минимум, да? Да. И ты становишься членом совета, да? Да. И вот здесь начинается вся очень веселая, активная жизнь. Вот мы видели фотографии сейчас у вас в кабинете. Это и спортивные состязания, да, и, значит, вы куда-то выезжаете, какие-то слеты у вас тут. В общем, и в школы ездите, в учебные заведения, и посещаете ветеранов. В общем, у вас очень такой насыщенный календарный план, да? Да. Но вообще активные сегодня ветераны, да? Очень активные. Есть активные, но те, которые у меня в членах, они очень активные. У меня есть сборная команда, которая уже 3-й год успешно выступает в спартакиаде ветеранов правоохранительных органов «Динамо». Ну, участвуют в этой спартакиаде сотрудники МЧС, ФСИН, значит, ФСБ, да, Росгвардии и так далее. И вот мы 2 года подряд заняли 1-е место по итогам 10 видов спорта. Вот так, 10 видов спорта легко. Да. А в этом году также мы идем пока на 3-м месте. У нас еще 2 вида остались до конца года. И мы очень надеемся, что выступим также хорошо. То есть сегодня с чем вот связано то, что люди такие активные? Это... Ну, вы же возглавляете это не 1-й год, да, Совет ветеранов тогда. Может быть, с чем это? Скучно сидеть дома на пенсии? Или как думаете? Или просто наоборот хочется общения, может, не хватает? Ну, не знаю, это ветеран МВД, но у нас была специфическая своя работа, поэтому нашим ветеранам легче общаться со своими коллегами, да, бывшими сотрудниками. И, мне кажется, сейчас уже все ветераны, даже другой сферы, они очень активные. Потому что раньше, когда я работала в клубе, да, тогда
вот таких объединений по интересам, клубов было меньше. Ну, практически не было. А сейчас столько много. По выпускам собираются люди, там чего-то организуют, да? По профессиям, по каким-то еще интересам. Поэтому сейчас ветераны очень стали активные. Вот, типа. Так, вот 2 детали лицевыми сторонами прикладываем друг к другу, а между ними вот эту полосочку, которая будет у нас кантом, вставкой. Так. Значит, мы здесь соединяем эти детали простой ниткой. То есть назад иголку, называется шов. Стежки должны быть очень мелкими. Как машинная строчка. Это я просто покажу, как это скрепляется. Да. То есть мы скрепляем сейчас пока что иголочками, но на самом деле здесь должен быть вот этот шов. Да. Ну вот эту сумочку вы делали сколько, говорите? Месяц. Месяц. С этой сумочкой, наверное, уже попроще было бы. То максимальный срок, как можете быстро сделать? Пару дней? Я? Сейчас? Да. Ну, за неделю. За недельку совсем, можно? Да. Но я же работаю. Да. Так, посмотрим. С этой стороны у нас, видите, вот, да, лишняя часть деталей. Мы вот это все вырезаем, оставляем 1–1,5 миллиметра. Ну, вот покажем ту сумку, которая тоже идет с кантом. Вот он. Вот. То есть вот мы отрезали лишнее, и осталась ткань. Остается из контрастного цвета сукна и будет, конечно, придавать якутский национальный стиль этой сумочки. Вот получается кант. А лишнюю ткань мы отрезаем. То есть здесь как получится вот такая строчка вот эта получится. Вот этот кант. Да, то есть мы просто отрезаем лишнее, да? Да, оставляем там миллиметр, ну 2 миллиметра оставляем. Получается тут вставка такая интересная. Это, по-моему, традиционно такой якутский пошив, да, когда вот эта окантовочка есть. Это окантовочка, кабыты называется. Это именно якутский. Итак, мы собираем боковую часть, нижнюю часть, верхнюю часть Верхнюю таким же, часть, да? Верхнюю часть. Значит, мы соединяем вот так вот. И это у нас будет двустороннее, вот так вот. Я сейчас покажу. Вот сумочку, да? Здесь мы пришиваем вот такие магнитики. Это очень удобно. И подклад у нас в сумочке должен быть обязательно, да? И можно вот декора уже. Декор. Я принесла вот, допустим, да? Здесь такое. Значит, такие круглые бляшки можно здесь, вот смотрите, да? Здесь как-то остается желать лучшего, что-то добавить. Место остается. То есть это уже полет фантазии. Да. Вот такие 4 штуки по углам. И вот с бисера можно вот так вот. Ну, это просто образно показываю. Как вариант, да? Как вариант. Да. Как пришивается бисер, ну вот сейчас времени нет, я не покажу, поэтому вот так вот. Ну что, Галина Константиновна, у нас собирается сумочка, потому что действительно это процесс очень такой долгий, кропотливый, трудоемкий. Самое главное, нужно вырезать детали, правильно их соединить, используя вот эту окантовочку обязательно, потому что это будет ваш фирменный, да, такой знак, якутский стиль. Далее выучить для вышивки один вариант, да, всего лишь. Сделать окантовочку. Узоры берем с трафаретов, также вышиваем. И самое главное, вот эти все детали потом собрать воедино. Но это несложно. Методом проб и ошибок, зная определенные швы, можно все это сделать. А декорировать – это уже дело каждого мастера. Да. Галина Константиновна, спасибо большое. Мы благодарим вас за такой прекрасный мастер-класс. Мы желаем вам творческого вдохновения в первую очередь и побольше свободного времени, чтобы вот такие произведения, да, рождались все чаще и чаще. Спасибо.
Пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег от имени Совета ветеранов органов внутренних дел города Якутска и от себя лично с нашим главным праздником, с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, успехов, благополучия вам и вашим близким. С наступающим праздником!